Кожны третий жыхар города Менска утрымлівае ў некалькі разоў большую норму радыенуклідаў у сваім арганізме, таму што беларускі ўрад корміць нас атручанымі прадуктамі. Ніхто не патурбуецца за нас, ніхто не патурбуецца пра нас, калі не патурбуемся мы. Я хочу сегодня обвестить об створении громадянской инициативы в оборону белорусов от вымирания. У эту инициативу вошли все организаторы сегодняшнего чернобыльского шляху. Как вы это прокомментуете? Я говорю, что у войну, я тут коренная менчанка, немцы так не обшукивали нас. Не то, что в мирный час робители. Чернобыль нас, конечно, очень сильно прибил. Многие уже ушли, мы знаем по нашим семейным историям. Я недавно ехал на Украину, через Чернобыльскую зону, с Киева, вертался назад. Едешь по Украине, все выселено, ни одного человека, стоит только Ахова. Заезжаешь на Беларусь, дети гуляют у песку, поли квітнеють. Я не ведаю, добрая новина ці кепская, а зимы там уродили добро. Будем есть. А что вы думаете, до речі, про то, як у нас чорнобильські проблеми вирішаються? Вельми добре. І що, ніяких у вас заваг нема? Ніяких заваг. Я вельми добре розмовляю на білоруській мові, коли це потрібно. Ну давайте розмовляти, може, на русском языке, поэтому так удобнее немножко. Я правильно розумію, по-казахськи, по-російськи. Я ж про Чорнобиль спитаю, не про мову. Никаких проблем. А что вы тут год отобрали? Вас не коснулось? Да нет, какие? Нормально все. Живет Беларусь! 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 Ну, бачите, а можно вас спитать? Я говорю, «Злочь это свобода». Вот только что я у милициянта с таким же значком спытался, чи есть проблемы у чернобыльцев. Он сказал, нема проблем. А что вы скажете? Ну как проблем нету? Есть проблемы, надо открыто говорить. Об этом я говорил и в Европарламенте, и в Сенатской комиссии по делам ветеранов. Как нету проблем? Может, у них и нету проблем, а у нас есть проблемы по пенсионному обеспечению, по санаторно-курортному лечению у нас есть проблемы. Так что без проблем не Олег. Назовите себя, пожалуйста. Александр Волшанин, удельник ликвидации настроя.